Первые действия после того, как приехали на поле, нужно проверить уровень заряда аккумулятора. Вот, как вы видите, у нас два аккумулятора. На первом полный заряд, на втором есть где-то процентов 50. Берем его, вставляем в систему охлаждения, как я вам ранее показывал. После того, как ставили, надо его включить. Включили, после того, как он проморгал. Вторым способом открываем клапан. Тут есть специальная защелка с выключенного состояния, надо его провернуть на включенное. Тут есть индикация инструкции. Вот, сам клапан. Переключаем на его включенное состояние. После того, как включили, открываем зажигание. Она начнет загружаться, топливо загружать. Через 3 секунды надо подождать. После того, как вот сейчас ждем. После того, как выключилась, начинаем, зажимаем кнопку вверх. После того, как вы видите, зарядка уже начала идти. Просто уже ждем, она начинает своевременно обороты поднимать. Вот вы видите, как индикатор начал идти вверх. Можете также услышать, как она начинает обороты увеличивать. После того, как аккумулятор поставили на зарядку, он уже набрал обороты и начинает заряжать. После того, как он полностью его зарядит, генератор сам не выключается. Он просто сбросит обороты. Он начнет чисто работать. Вы это заметите. Надо подойти и выключить. После того, как полностью аккумулятор зарядился, берем его и идем к дрону. Мы, получается, вот его место для аккумулятора. Будет характерный щелчок. Включаем. Он издаст звук, то, что он включился. Все, как вы слышали, дрон активировался. Потом включаем пульт, зажав. Прежде чем начать работу, вам нужно развести свой концентрат пестицидов, а также другие, для залития в бак. После того, как все размешали, открываем крышку. У него есть свой фильтр от всяких примесей. Открываем, наглядно поднимаем. И желательно, конечно, есть защита от влаги у дрона, но лишний раз не проливать. Объем бака у DJI Agro ST50 составляет 40 литров для жидких смесей и 50 килограмм для сухих. Почему многие спрашивают то, что хотя он может поднять 50, но литр бака сделали 40. У жидкости есть свойство раскачивания. Когда дрон резко останавливается или поворачивается, внутри жидкость тоже начинается вместе двигаться. А у сухих удобрений или же других средств защиты нету такого свойства. После того, как залили, убираем свои эти вещи, закрываем крышку. Все, дрон заправлен. Можно начать работу. Отходим на безопасное расстояние. После того, как зарядили аккумуляторы, залили в бак, все, можно начать работу. В первую очередь нам нужно начертить карту для обработки поля. Вот, добавить. Начинаем добавлять уже точки. Первая точка. Успешно добавленная точка маршрута полета. Вторая точка. Третья точка. Добавленная точка маршрута полета. И четвертая точка. Вот. После того, как мы начертили поле, настраиваем расстояние между линиями. Можно его увеличить, а также уменьшить. Вот. После того, как мы настроили, начинаем, сохраняем поле, пишем название. После того, как сохранили поле, начинаем уже полноценную работу. Вот кнопка «Вызвать». При вызове сам дрон
сам уже будем настраивать настройки самого дрона. Тут настраивается норма расхода, литр на гектар, размер капель и скорость полета. Высоту можно чуть-чуть увеличить, потому что 3 метра это очень мало. Желательно от 5. Все, вот видите, все, что можно было настроить, настроили. Закрываем это поле. Уже старт. Вот он еще раз предупреждает, как вы настроили, что вы сделали. Показывает все датчики, то, что они включены. И все, можете уже начинать работу. Вот запустили. Начать эксплуатацию. Все, подтвердить. Вот еще раз подтверждаем. Дрон собирается. Все, начинает взлетать. Отойдите на безопасность. Вот после того, как мы настроили, я могу уже дрон, ну, пульт точнее, отпустить. И дрон уже начинает сам автоматически обработку. Как вы видите, наглядно я не трогаю пульт. Он уже начал работу. Вот уже начинается опрыскивание. Вот на карте могу же показать, еще переключить на саму камеру, отрегулировать расстояние. Вот. После того, как задача завершена, он вам уведомляет и сам приземляется на начальную, на точку взлета. И после у вас появляется уведомление на автопосадку или же посадку вручную. Можно выбрать автопосадку, если нет сложного участка. Вот, после того, как он сам приземлился, задача завершена, можете дозаправить или же перейти на другое поле, чтобы продолжить работу. У нас в компании Байтыйкан существует 3 способа приобретения. Первый способ – за наличный расчет. Второй способ – лизинг через Аилбанк и Эльдикбанк. Первоначальным взносом 30% и 10% годовых. А также есть третий способ приобретения – это под залог. Эти условия будут обговариваться индивидуально для каждого нашего клиента.